Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Сразу два крупных пожара возникли на соцобъектах Якутии. Один из них ликвидирован. Бумажная волокита останется в прошлом. В России создадут единую цифровую платформу для предоставления социальных услуг. Успешный опыт национальной киноиндустрии. Журнал «Искусство кино» снимет документальный фильм про историю якутского кинематографа. В селе Барагунцы Усть-Алданского района горит школа. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по региону, площадь пожара примерно 60 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 10 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливается. А в поселке Серебряный Бор огнеборцы ликвидировали другой крупный пожар на Нерюнгринской ГРЭС. По данным Главного управления МЧС по Якутии, пожар возник на ленточном конвейере натяжной станции. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Огнем повреждено оборудование станции. Борьбу с огнем вели более 30 человек и 10 единиц техники. Первую партию вакцины от COVID-19 полностью использовали в Якутии. Об этом сообщил глава региона АСН Николаев в эфире программы «Якутия вперед». Первая партия, 27 тысяч доз, была полностью всем поставлена, а сейчас идет вторая, это 15 тысяч доз, сказал он. Глава Якутии отметил, что в ближайшее время на территорию региона поступят следующие партии вакцины по 5 и 7 тысяч доз. Вакцинация от COVID-19 проводится во всех районах республики. В течение марта-апреля необходимо создать серьезную иммунную прослойку, чтобы люди были вне угрозы от этой болезни и можно было забыть про ограничения, подчеркнул Айсен Николаев. В России создадут единую цифровую платформу для автоматического предоставления социальной помощи без дополнительной бумажной волокиты. Об этом заявил премьер правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он отметил, что данная система не заменит личного взаимодействия людей с различными ведомствами, которые по-прежнему будут проводить прием граждан. Для решения этой задачи правительство утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы. Она рассчитана на ближайшие 5 лет. Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически представлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты. Она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат. Уже в этом году не менее чем в 7 пилотных субъектах Российской Федерации будет запущен эксперимент. Там начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд. Затем распространим эту практику на всю страну. Также появится единый контакт-центр, который будет круглосуточно представлять гражданам персональные консультации по видам социальной помощи. Кроме того, с текущего года во всех регионах опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных в электронном виде через портал государственных услуг, без личного присутствия и бумажных документов, как это требуется сейчас. Вырастет число дистанционных сервисов и для инвалидов, прежде всего тех, которые касаются медико-социальной экспертизы. Это лишь часть мероприятий, которые предусмотрены концепцией. В течение 5 лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат. 47 миллионов рублей направят на газификацию земельных участков в Якутске. По информации пресс-службы мэрии столицы, в текущем году начнутся строительно-монтажные работы по газификации левой стороны на 13-м километре Намского тракта. Это улицы Мархинская, Жатайская, Жатайская 1, Просторная, Студенческая, переулки Просторный и Аргыз. Кроме того, начнутся проектно-изыскательские работы в микрорайоне Марха по улицам Набережная, Сот-Сырдах, Почтовик, Степная, на Покровском тракте, Сот-Виктория.
А в Нерюнгри до 2025 года планируют расселить более 70 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Об этом сообщил глава республики в эфире программы «Якутия вперед». Руководитель региона отметил, что первый этап программы прошел с некоторыми проблемами и нарушениями. Однако второй этап, реализация которого сейчас идет, выполняется успешно. Работают удаленно и эффективно. Мошенники из других регионов страны продолжают обманывать линчан онлайн. Уже с начала этого года в Ленском районе зарегистрированы преступления на сумму в 300 тысяч рублей. В основном это кражи с банковских карт. Уже возбуждено 7 уголовных дел. Чаще всего злоумышленники орудуют на популярных сайтах продаж, таких как Авито и Юла. Например, житель Ленска попался на уловку, пройдя по ссылке в СМС сайта продажи по поводу интересующего его товара. Внес личные данные, в результате чего на его имя была открыта кредитная карта на 16,5 тысяч и списаны 17 тысяч рублей. И таких случаев много. Самое крупное хищение составило 200 тысяч рублей. Раскрытое преступление на сегодняшний день, оно ведется сейчас следствие. Это нашел у нас, значит, человек машину, которого интересовал, это грузовой автомобиль МАН с полуприцепом, который продавался в Калининградской области, внес предоплату в размере 100 тысяч рублей. После чего ему позвонил покупатель и попросил перевести ему еще 150 тысяч рублей. Значит, данный гражданин путем, опять же, перевода перевел ему 100 тысяч рублей, после чего продавец ему позвонил и сказал, что данной машины у меня нету, это все развод и обман. Предсказать полярное сияние. Теперь такая возможность есть у всех жителей планеты. В Уфимском госуниверситете разработали систему, которая может предупредить о природном явлении. Подробнее расскажет наш СОБКОР в Москве Максим Кардозу. Полярное сияние будоражит умы ученых с 19 века. Тогда его начали активно изучать. И из мифологического чуда небесные всполохи превратились в отголоски солнечного ветра. Теперь эксперты пошли еще дальше и решили предугадывать природные явления. Уфимские специалисты разработали приложение, которое анализирует магнитную активность. Данные со спутников, скорость солнечного ветра, направление. То есть это очень многофакторная вещь. И она действительно имеет научное обоснование. Хотя, скажем, есть некий стереотип, что тяжело предсказать северное сияние. Это действительно так, да, но с некоторой вероятностью. То есть, скажем, вероятность 70% или 80%, что в таком-то районе будет северное сияние. Сервис может предугадывать появление полярного сияния примерно за полчаса. Конечно, это время не позволяет запланировать путешествие на север ради небесного явления, но данная программа может помочь предотвращать техногенные катастрофы. Дело в том, что магнитная активность влияет на электрические сети. Так, в 1989 году в канадском Квебеке из-за геомагнитной бури вышли из строя генераторы электричества, и 6 миллионов человек почти на сутки остались без тепла и света. Если бы операторы подстанции были бы осведомлены о том, что выключить питание или снизить мощность электросети, допустим, минут на 15-20, пока пройдет этот пик этой активности, то, в общем-то, нам удалось сэкономить большое количество техники и ресурсов, которые просто физически пришла в негодность. Разработчики Севера продолжают свои исследования, и вполне возможно, в будущем система сможет предугадывать появление полярного сияния не только за полчаса, а, например, за сутки. Тогда этим приложением с удовольствием будут пользоваться и туристы, которые захотят полюбоваться на сияющее северное небо. Максим Кардозу, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Журнал «Искусство кино» снимет документальный фильм про историю якутского кинематографа. Об этом сообщается на инстаграм-странице издания. За 20 лет якутское кино обрело популярность внутри республики и начало завоевывать признание на всероссийском и международном уровне. В фильме снимутся якутские кинематографисты, которые в начале 2000-х практически с нуля смогли построить успешно функционирующую национальную киноиндустрию. Также своим опытом поделятся ведущие кинодеятели региона, которые выступят в качестве экспертов. Потомственный коневод Дугуйдан Винокуров с родственником отправился верхом до Лондона. Экстремалам предстоит проехать около 15 тысяч километров. Изначально с Дугуйданом должен был отправиться в конный поход британец Никита Греции, но из-за закрытия границ Никита пока не сможет принять участие в поездке. Он планирует присоединиться при первой же возможности. Проводили путешественников руководство Эмиконского и делегация Усть-Алданского районов.
Конное убранство изготовлено умельцами со всего Улуса. Это мастера народных промыслов и ремесел. На раскопках в Помпеях археологи нашли четырехколесную древнеримскую церемониальную колесницу. Об этом сообщили в археологическом парке Помпей. Найденная колесница хорошо сохранилась. На кадрах видно, что транспортное средство было сделано из железа, бронзы и олова. Древний город Помпеи был погребен под слоем пепла во время мощного извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. На сегодняшний день этот район является обширным археологическим памятником, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Помпеи продолжают удивлять людей открытиями, и так будет продолжаться еще несколько лет, поскольку еще предстоит раскопать 20 гектаров. Прежде всего, это показывает, что это место еще можно улучшить и привлечь туристов со всего мира. В то же время могут проводиться исследовательские работы и поиски. Чтобы почувствовать себя особой голубых кровей, не обязательно иметь королевские корни. Монарший образ в Ленске создают с помощью короны. Украшение мастерит Айталина Бродникова. Откуда она берет вдохновение и сколько времени тратит на увлечение, в материале наших коллег. Честно, я очень долго делала эту корону. Я вынашивала эту идею очень-очень долго. Ну, и потом мне результат просто очень понравился. Долго, по словам мастера, это 4 дня, если уделять сборке короны ежедневно по 2-3 часа. Фантастический результат для непосвященных в творчество. Освоив мастерство самостоятельно, Айталина Бродникова теперь учит других. Сегодня в студии «Арт-деко» старшая группа. В окружении камней, бусин и вдохновляющей атмосферы творчества отдых от тяжелого трудового дня. Очень давно хотела посещать такой кружок. Очень долго работала бухгалтером и не могла себе позволить делать то, чего душа просит, как говорится. Вот, потому что всегда допоздна задерживалась на работе. Но сейчас немножко сменила профессию, появилось время. Это удовольствие, да, это не для того, чтобы там кому-то подарить или там еще что-то. Это удовольствие, это наслаждение. С удовольствием начинала и Айталина. Заскучала в декрете, попался интересный мастер-класс, решила записаться. Красивое хобби затянуло. Сейчас мастер создает украшения, которые могут конкурировать с ювелирными образцами. Надень такую тиару и сразу почувствуешь себя или снежной королевой, или другой монаршей особой. Вдохновение — такая вещь, которую можно видеть во всем. Вот что ты видишь, допустим, зимой это может быть там снегопад какой-нибудь, летом там, соответственно, природа какая-нибудь. Где-то так, где-то можно подсмотреть, как другие делают, тоже что-то, свою идею взять. И это все уже у меня сейчас превратилось в мою работу, основную работу. Мне это нравится. Это как бы, когда, как говорят, любимая работа — это хобби, которое приносит деньги. Стоимость корон каждый раз получается разной. Зависит от количества камней и сложности плетения. Роскошное украшение может стоить более 4000 рублей. Обойдется дешевле, если сделать его самостоятельно. Секретами работы Айталина охотно делится с учениками. Они освоили технику изготовления сережек, брошей, ободков. На очереди короны. Возможно, кто-то скажет, что для такого яркого украшения обязательно нужен очень торжественный случай. А мне кажется, что такую вещь можно поносить даже дома. Главное, чтобы было настроение почувствовать себя королевой. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Мы следим за развитием событий. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.